Салам алейкум, хурматлы милләттәштәр, хаумалы достар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Вчера весь интернет облетела речь очередного псевдолиберала Владимира Кара-Мурзы младшего, который, выступая в французском парламенте, сказал о том, что, оказывается, русские, которые на самом деле начали войну против Украины, сперва под предлогом русской весны, да, потом все это продолжилось русским миром, русский мир идет, установление русского мира. Оказывается, сами русские не хотят украинцев убивать, потому что они с украинцами единый общий народ, братский народ, что у них единый язык, единая культура, единая религия, он так сказал. Вот. А вот не русским им несложно убивать. Началось все это с того, что ему задали вопрос, почему столько много нерусских воюет в Украине и столько погибших среди нерусских в Украине, не является ли это геноцидом? Так вот, он вместо того, чтобы ответить прямо на этот вопрос, является ли это геноцидом нерусских народов или нет, он в духе российского псевдолиберала, российского имперца ушел от ответа и просто переложил всю вину в войне на нерусские народы. Давайте послушаем, что конкретно он сказал. Я разговаривал с коллегой, которая много работает с военнопленными с обеих сторон. Поэтому она много разговаривала с украинскими военнопленными, которые были освобождены из России, и с военнопленными россиян, которые в настоящее время все еще находятся на Украине. И он сказал мне, что есть еще одна причина, по которой Министерство обороны России забирает так много представителей этих национальных меньшинств. Потому что, видно, они говорят, что русским психологически очень трудно убивать украинцев. Потому что мы такие же. Мы такие же, к тому же, это очень близкие народы, как всем известно. У нас почти один и тот же язык, одна и та же религия, столетия и столетия общей истории. Но если это кто-то из другой культуры, очевидно, это проще. Вот что мне вчера сказала эта коллега. Я никогда не думал об этом прямо сейчас. Для меня это были в основном экономические причины, но теперь, когда она сказала мне об этом вчера, я тоже начал думать об этом. Итак, мы здесь видим, да, что он конкретно обвинил, можно сказать, как он вообще, он говорит, что я процитировал слова своей знакомой. И тут же вот многие псевдолибералы, такие как Венедиктов, там, да, вот они начали защищать Владимира Кара-Мурзу, говорят, что вот он на самом деле просто процитировал слова своей знакомой, но на самом деле он это не имел в виду. Нет, ребята, это так не работает. Именно что он, процитировав эти слова, вообще для чего он это сказал? Он же не ответил на прямо поставленный вопрос. Он именно сказал то, что он сказал. Он сказал, что не русским убивать легче украинцев, чем русским. А русским сложно убивать. Он это именно процитировал и в конце сказал о том, что я раньше об этом не думал, но сейчас я задумался. То есть он не осудил это. И это очень важно. Значит, он так думает, он так тоже считает. Потому что нормальный человек такой бы не процитировал, сказал бы в конце, что вот я высказал слова своей знакомой, но я это осуждаю, я не считаю так, что так оно и есть на самом деле. Он такого не сказал. Теперь я бы хотел бы, скажем так, разобрать вот эти его утверждения, опровергнуть их. И в конце, самое главное, я хочу сказать, до всех, до вас донести, для чего Владимир Кара-Мурза младший сказал это. Итак, все мы знаем, да, по переписи населения, что примерно в России 70% живет русского населения и 30% нерусского населения. Это я условно. Где-то кто-то говорит больше, кто-то говорит меньше, там перепись говорит, что русских даже больше, практически 80%. Так вот, я беру 70 на 30. То есть русского подавляющее большинство населения. На сегодняшний момент в войне против Украины воюет больше 600 тысяч человек. Примерно там 623 тысячи. Вот. Всего. Если вот эту пропорцию брать 70 на 30, то где-то 180 тысяч это из национальных республик, не русских получается, да, и
оставшиеся, там сколько, да, получается, 420 тысяч это русского населения. Так в итоге, получается, русских-то большинство. И убивают, получается, они в большем количестве. В большем количестве, получается, убивают русские. И от чего гибнут мирные жители Украины в первую очередь? От артобстрелов, от ракет, от самолетов, да, истребителей, которые бомбят. Кто в основном нажимает на гашетки различных кинжалов, искандеров и так далее? Там в основном русские работают. Туда не русских не допускают. На самолетах в основном сидят русские точно так же. Поэтому убивают украинцев в первую очередь русские. И в большинстве своем русские. И давайте теперь вспомним про самые, скажем так, нацистские, да, самые шовинистически настроенные по отношению к украинцам национального подразделения. Кто это? Все мы знаем, это такие как Русич, нацисты, да? Военное подразделение Русич. Это Испаньола. И именно их видео и фотографии облетели весь мир, где они отрезают головы, насаживают на пики, расстреливают пленных. И заявление их, что мы не будем брать пленных, да, вот этот заявление Русича. Но это явно же не башкирские подразделения. Явно не марийские подразделения, явно не тувинские подразделения это заявляют и это делают. Это делают русские подразделения. Конкретно русские, где служат одни русские, воюют одни русские по национальности. В то же время в тылу их кто поддерживает? Русская православная церковь, РПЦ, которая мобилизует людей, которая через свою пропаганду говорит, что это богоугодное дело убивать украинцев. Это же в первую очередь РПЦ за этим занимается. А кто собирает там массовую гуманитарную помощь и нагнетает настроение против украинцев? Такие организации, как русские общины. Но они же этим всем занимаются. Не так разве? Не башкирские общины, не тувинские общины, не чеченские общины, а русские общины массово собирают гуманитарную помощь, помогают в войне, в то же время убивают, бьют, избивают, какие-то рейды проводят против нерусских. Это русские общины. А давайте вспомним, кто в Буче и в Ирпене творил преступления, кто насиловал украинских женщин, кто убивал безоружных, пленных, мирных жителей, связывая им руки за спиной и стреляя в затылок. Сперва все это пытались свалить на чеченцев и на бурятов, но в итоге выяснилось, что это не они там были, что это русские подразделения там были. А сегодня удар был по Сумам. Более 20 человек погибло. Это кто, башкиры, что ли, нанесли удар? Так вот, если тоже брать статистику, то Медиазона, она ежемесячно выпускает отчет, сколько человек погибло за тот или иной месяц того или иного года войны. Вот по последним данным, всего на сегодняшний момент официально признанных погибших погибло 100 тысяч. Так вот, я специально посчитал количество погибших из национальных республик, плюс туда прибавил из национальных округов, автономных округов, и даже еврейский автономный округ прибавил. Так вот, из 100 тысяч всего общего погибших, 25 тысяч только приходится на национальные республики. 25, то есть 1/4 даже. Учитывая, что, как я говорил, 1/3 в России это не русские. 1/4 приходится на национальные республики. И здесь надо же также помнить, что не во всех национальных республиках моноэтническое население не русское. Да, в Чечне, в Ингушетии, в Туве это так. Но в Башкортостане русских это 1/3. Хоть Башкортостан занимает первое место по количеству погибших, и нас часто тыкают этим, что вот у вас из Башкортостана больше всего погибших. Но башкир там на самом деле всего 1/3. 1/3 там русских. А в Бурятии, которых 36% всего, тоже получается количество их погибших можно делить на 1/3. 1/3 это буряты, а 2/3 это русские.
в Удмуртии, которых 23% всего там по численности. То же самое, 23% это мордва погибших, удмурты погибшие, а 76-77% это русские. Так что даже из национальных республик не большинство не русские погибают. Это говорит о том, что русские массово участвуют в войне, массово убивают, массово разгоняют пропаганду против украинского населения. И они не считают его братским. Они его оскорбляют по-всякому, они радуются обстрелам, как в Сумах радовались, да? Сейчас радуются вовсю в интернете. Хотя я напомню, что они ударили, когда Владимир Кара-Мурза говорит про общую религию, так вот они ударили в день вербного воскресенья. Ну так поздравили свой братский народ, украинцев, русские. Теперь перейдем вообще к самим вот этим персонажам псевдолиберальной оппозиции. Все они нам за эти 3 года войны запомнились своими вот этими причудливыми высказываниями, в основном против нерусских именно. Мы помним заявление Навальной, да, где она говорила про общий бэкграунд и что она там не позволит развалиться России. Мы помним заявление Певчих, который говорил, что вот ей жалко, если Башкортостан отделится, лучше им отсыпать полномочий, там, да, вот так вот, с барского плеча. Мы помним заявление там Милова, который говорил, что нет, национальные республики не смогут прожить без России, потому что у них нет выхода к морю, да, ну вот этот бредский довод. Мы помним заявление Яшина, да, после того, как он вышел с тюрьмы, что, оказывается, тоже развал России это крайне вреден, что мы все друг друга переубиваем там в ядерной войне друг против друга. Сейчас вот Кара-Мурза тоже решил войти в плеяду этих вот самых глупых, наверное, да, высказываний и антинародных вообще высказываний, да, ну, получается, выступая против других народов России, показывая свою шовинистическую сущность, имперскую сущность, высказался в этом же духе. И вот мне тут хотелось бы просто вспомнить, вот эти политики, все они считаются топовыми политиками, да, российской оппозиции, так называемой. Кто-нибудь из них, вот уже 4-й год идет война, кто-нибудь из них побывал в Украине? Съездил ли он туда, чтобы посмотреть, как живут украинцы во время войны? Посмотреть на эти разрушенные дома, на города, поговорить с мирными украинцами, что они думают про русских? Считают ли они братским народом русский народ? Действительно ли у них общая культура и общая религия? То, что он сейчас там говорит, это только его слова. Пусть он съездит. Я вот ни одного не помню из перечисленных вот этих вот мной людей, там, да, ну и там даже если брать Каца, там, Волкова, Жданова, никто из них не ездил. Соболь там, да, то есть никто из них не ездили туда. Ходорковский, никто из них не ездили в Украину. Они там не были. То есть они осуждают войну против Украины и осуждают Россию как агрессора, но никто из них не приехал в Украину, не увидел своими собственными глазами, что там творится, и не поговорил с украинцами. А почему? Да потому что плевать они хотели на Украину и на украинцев. На самом деле, вся их заинтересованность это в России, и ставки они делают на российский народ. И вот здесь я перехожу к самому главному. Почему Владимир Кара-Мурза сказал вот так вот? На самом деле, хоть он это сказал и во французском парламенте, на самом деле он это сказал, обращаясь к россиянам, чтобы его там все услышали. То есть, он, мечтая о прекрасной России будущего, он уже заранее, скажем так, себя проявляет как политик российский. И он обращается к своему электорату. Он прекрасно понимает, что в России действительно около 70, возможно, больше процентов русского населения живет. Он прекрасно знает, что все это русское население в подавляющем своем большинстве поддерживает войну. Поддерживает войну, и глядя вот на то, что сейчас творится, какая вакханалия творится в России, он это не может не понимать. Все они поддерживают войну, все они настроены антиукраински. И возвращаясь в Россию потом, да, после краха режима, мечтая там занять пост президента, они все будут бороться, пытаться за власть, участвуя в выборах, он понимает, что он должен себя зарекомендовать так, чтобы за него голосовали.
И вот здесь он уже сейчас пытается русским сказать, что ребята, все нормально, я с вами. Вы не виноваты в этой войне. Если что, в будущем мы вас всех простим. Мы вас всех отмажем. На самом деле виноваты вот не русские. Мы на них все свалим, всю беду. И репарации будете платить не вы. Все эти национальные республики с золотом, газом, нефтью, алмазами, которые у них есть, они будут все это платить. А вы за меня проголосуете, за меня как за будущего президента вашего. И все будет нормально. Вы не будете виноваты в этой войне. Вся вина с вас спадет, я санкции сниму. Я сейчас уже вот договариваюсь здесь во Франции, в Англии, в Италии, где он выступает, в Германии. Вот что он этими своими словами пытается донести до россиян. И перевалить всю вину в войне на нас, на башкир, на чеченцев, на удмуртов, на марийцев, на тувинцев, на бурятов, на дагестанцев и так далее. Поэтому делайте выводы, что на самом деле из себя представляют вот эти вот псевдолибералы, вот эта московская оппозиционная тусовочка, и какую прекрасную Россию будущую они хотят построить. На этом все. Всем до скорых встреч.